Жители этого заречного пункта каждую весну переживают один и тот же сценарий. Наступление тепла, с ним выход реки из берегов. И, наконец, визит нежеланного, но что ж говорить, всеми ожидаемого гостя – паводка. Затапливает в заречье практически всю территорию. Ходить приходится по деревянным мосткам. Сегодня их не видно под слоем снега. Тем, кто живет повыше, повезло больше. Вода в сам дом не заходит, затопляя лишь территорию вокруг. Однако таких счастливчиков здесь немного. У нас получается немножко высокое место, самое такое получается в Заречье. А туда вот если глубже идти, да, там, конечно, у них вообще низины, их очень сильно заливает. Нам еще немножко повезло, потому что мосты идут от коммунальника до магазина, конкретно такие нормальные. А там у них дальше они все, кто как могут, такие ездят. Кто на лодках, кто в резиновых сапогах, в броднях и так далее. Вот у меня свекровь живет, они где-то перебираются всякими. Она бывает неделями не выходит. Проблема остро стоит и для родителей. Говорят, во время половодья выпускать из дома детей просто страшно. Нету воды, где вот здесь, возле гаражей и вот этого сарая. А вода возле магазинов и вот этих домов. Мы очень редко выходим на улицу, когда паводки. Мама моя очень переживает. Вот так печально выглядят заречные улицы в весеннее время. Опасные помостки без перил. Одно неверное движение – и можешь оказаться в воде. На поверхность всплывает мусор, а особенно от паводков страдают жилые дома. Сильно разрушается фундамент. Причем, чем здание старше, тем все хуже. Это бараки 48-го года. Сами понимаете, как люди боятся, ни почта не идет, ни скорая не идет, никто не идет. Спасти от разрушения сами дома спасатели не в силах, зато уберечь людей просто обязаны. Каждый год именно здесь, на берегах Сысолы, проходят учения экстренных служб Сыктывкара. Медики, спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Участие принимают все. Отрабатывают и спасение провалившихся под лед, и оказание первой медицинской помощи. Эвакуировать граждан в случае ЧП будут на специальном аэроботе. Судне с надувной подушкой в основании, способны мчаться как по тонкому льду, так и по воде. Для предотвращения распространения воды росгвардейцы возводят насыпь, тренируются также быстро и оперативно. Назначается определенная команда, группа людей, которые у нас согласно боевого расчета назначены при стихийных бедствиях и выделяются на данный участок местности. Подобные учения провести во второй половине апреля собираются и в Усинске. Именно этот район в прошлом году оказался самым проблемным во время паводка. Плохо сработала система оповещения граждан. Многие просто не знали, что идет большая вода. У нас были проблемы, уже сегодня отмечалось, в прошлом году по Усинскому району. Захарвань, Проскань. Люди жаловались, что особенно когда вторая волна паводка была, их своевременно не оповестили. Необходимо задействовать институт старост, а вот такие населенные пункты удаленные, понятно, там технической возможности организовать оповещение нет, там только подворовый обход. Готовьте бригады, группы, адреса. Распространять объявления планируется на автобусных остановках, в магазинах и других общественных местах. В этом году паводок может охватить 85 населенных пунктов Коми. Там живут более 5000 людей. На обуздание водной стихии уже выходят и сотрудники Спаскоми. В последние дни марта они работали на Приполярном Урале, оберегая туристов. Теперь все рабочие группы направятся в подтопляемые районы Коми. Отчитаться спешит и региональная МЧС. Организовано взаимодействие с субъектами-соседями Архангельской и Кировской областями НАО. Комитет ГО и ЧС тоже информирует. Уже заключены договоры на облет территорий, проведение взрывных работ в местах ледовых заторов и подготовлены бригады спасателей. Развернуться в случае эвакуации жителей готовы 78 пунктов временного размещения. Уточнить расчет транспорта, техники, необходимых для выполнения указанных мероприятий. При необходимости провести заблаговременную эвакуацию населения и вывод сельскохозяйственных животных в безопасные места. Составить списки населения, отселяемого из района возможного подтопления, с точным указанием адреса их места временного размещения. По этому пункту заранее необходимо проработать вопрос по перемещению, в том числе и маломобильных граждан, детей, беременных женщин. При этом интересную картину отмечают в гидромедцентре. Толщина льда на реках в этом году ниже многолетних значений.
кое-где аж на 30 сантиметров. Даже переправы в Коми не открывали для последнего, слишком тонким было покрытие. В этом, конечно, есть плюс, не будет больших заторов во время паводка, однако общие перспективы все равно безрадостные. Дело в том, что самого снега за зиму выпало очень много. Запас воды теперь превышает норму на 10-20%. Когда все это будет таять, мало не покажется. Максимальный уровень на чистой воде ожидается выше обычных величин на 30-80 сантиметров. При дружном развитии весенних процессов и наложении осадков превышение может достигнуть 50 сантиметров, 2,5 метров. Существует угроза подтопления населенных пунктов на малых реках Усинского бассейна, на магистральной Усе и Нижней Печоре от Усть-Усы. Сама же весна обещает быть поздней. С сегодняшнего дня и по среду всплеск тепла будет, но не стоит обнадеживаться. Это еще не настоящее потепление. Устойчивые плюсовые температуры будем отмечать лишь в третьей декаде апреля. Эти сроки, к слову, на 2 недели позже нормы для юга и на неделю для севера республики. Главная проблема жителей подобных пунктов, отрезанных от райцентров и городов, не только в приходе большой воды, но и в невозможности перебраться на другую сторону берега. Сегодня в 10 муниципалитетах республики спасатели уже подготовили запасы топливо-энергетических ресурсов, продовольствия и медикаментов. В остальных районах работы продолжаются. Холодная весна обещают запастись, до таяния рек успеют все. Любовь Филиппова, Василий Янин, телеканал Юрган.